По какой причине 18-летняя бишкекчанка решила оставить своего новорожденного в выгребной яме туалета? Какого формата обучения ожидается в школах с 1 сентября? Насколько МВД Российской Федерации запретил въезжать в Россию мужчине, который кинул в девушку калькулятор? Ответы на все эти вопросы в блоге «Кстати». В Тохтогуле Джалалабадской области в яме туалета частного дома обнаружили новорожденного ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. На место происшествия выезжали 4 спасателя. Они вытащили ребенка и передали бригаде скорой медицинской помощи. Нет слов. Звонок в милицию о найденном в туалете младенце поступил примерно в 6 утра. Местный житель встал около 5 утра на молитву и услышал детский плач. Он вызвал спасателей МЧС, которые вытащили ребенка. Это была девочка. Врачи скорой оказали ей первую помощь, а затем доставили в родильное отделение Тохтогульской районной больницы. Медики сказали, что состояние малышки удовлетворительное. Милиция разыскала мать новорожденной девочки, найденной в туалете. Тарбияменен турмуш кузатса, ошол бейишке чыгат деген. Азыр уятсы етти билген, парктуу устеле калбай калды. По данным правоохранительных органов, ею оказалась 18-летняя бишкекчанка. Установлено, что девушка приехала в Тохтогул 7 августа. Это подруга дочери мужчины, в туалете дома которого нашли ребенка. Она ночевала в доме подруги, там же родила и оставила ребенка в туалете. Девушка задержана. Министерство образования и науки Кыргызской Республики планирует возобновить работу школ в обычном режиме с 1 сентября. Отмечается, что все будет зависеть от эпидемиологической ситуации, темпов вакцинации учителей, а также решений Республиканского штаба по борьбе с коронавирусом и Минздравсоцразвития. Министерство подчеркивает, что школьная форма в этом году не требуется. Разрешен классический вариант одежды – белый верх, темный низ. Больше всего не люблю математику, не люблю учиться и люблю целый день сидеть дома. Ранее сообщалось, что около 70% школьных учителей получили прививки от COVID-19. 20 августа пройдет совещание, по итогам которого будет принято окончательное решение. МВД Российской Федерации по результатам проверки инцидента в торговом-развлекательном центре «Технопарк» в Бишкеке, Кыргызстана, связанного с нападением на русскоговорящую девушку, принято решение о неразрешении въезда в Российскую Федерацию на целых 10 лет гражданину Кыргызстана, ударившему девушку-администратора. Что это такое? Совсем с ума сошли, что ли? Тему усиленно обсуждают российские депутаты Госдумы Сергей Миронов, Владимир Жириновский, а также спикер Госдумы Вячеслав Володин. По национальности? Русская. Буряты мы. Я русская. Я бурятка, деда бурята, ты тоже бурятка. Нет, я русская. А почему ты русская-то? Потому что... Напомним, в детском парке S-Magic Бишкека мужчина ударил девушку-администратора калькулятором. Соответствующее видео опубликовали в Instagram, где указали, что отец одного из детей напал на девушку-администратора, требуя разговаривать с ним на кыргызском языке. Этим видео заинтересовались и ГКНБ. Кроме того, тему подняли еще и в России. Одному русскому дали по морде, 10 тысяч киргизов на родину. Останутся без работы, без денег. Вот и все, пусть сами думают. Бросил калькулятор в лицо русской девушки, что она русская и по-русски ему отвечает. Еще 10 тысяч, работу в России не получат. На сегодня у меня все. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях. Это будет, как всегда, кстати.